такого, я не ожидал, что столько людей меня сегодня встретит. Я очень рад этому, и я вижу, что та работа, которую мы проводим, она проходит не зря. И, конечно, в этом плане наш народ, он уникальный народ. Мы пример, я думаю, для многих народов, начиная от России, заканчивая других стран. Эмиль Бей, скажите, пожалуйста, вот вы вышли на свободу, какие ближайшие планы вот по вашей деятельности? Мы знаем, в течение 5 дней вас вот выбили с колеи тех нескончаемых судебных процессов. Вот в ближайшее время что намерены делать? Сегодня вечером я выйду уже в Ростов, потому что там идут уже стадия прений по Энверу Мамутову, 14 числа симферопольские ребята. И потом я отправлюсь в Москву, там по моему подзащитному украинскому военнопленному Богдану Небылице будут проходить следственные мероприятия. Я в пятницу намерен уже быть в Москве, где уже буду по нему заходить в это дело окончательно и вместе с ним проходить все эти следственные мероприятия. Пока планы такие. Эмиль Бей, вот нам известно, что сейчас будет, насколько мы понимаем, дуа, то есть все собравшиеся, наверное, не поместятся, присутствующие, скорее всего, все поедут вас провожать домой, и будет дома дуа. Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие, каковы его цели? Я на самом деле, я ничего об этом не знаю. Вам еще не сказали, да? Мы просто... Я не знал об этом, если честно. Понятно, Эмиль Бей. По поводу дуа и так далее. Ага. Скажите, пожалуйста, вот эти 5 дней вы, скажем, были отлучены от этих всех дел, думали, переосмысляли, наверное, некоторые вещи. Как вы думаете, какие вот сейчас возможные исходы этой ситуации? Будет ли усиливаться вот это вот давление на адвокатов? И что бы вы пожелали нашему народу, нашим телезрителям, которые сейчас смотрят наш эфир? Я скажу так, что по поводу усиления продолжается давление на адвокатов, как и на весь наш народ, на активистов, на гражданских активистов. Этот градус, конечно, не спадает, но я думаю, все как... продолжали говорить правду, так и будем говорить правду, как защищали, так и будем защищать. Неужели они в этом не убедились, что их методы делают только нас сильнее? И вы видите, что для меня это вообще, меня сажают, еще больше людей приходит, меня сажают. Я просто не представляю, сколько людей придет, когда освободят ребят, которые уже по 2 года там сидят. Я просто не представляю, что тогда будет. Альхамдулилля, Аллаха чох шукур. Это большой показатель сплоченности всего нашего джемата, всего нашего народа. Я думаю, что мы продолжим в том же русле. Аллаха шукур.